Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Тойрпиров. Сегодня премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода вручил государственные награды ряду работников различных профессий, которые награждены указом президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в честь 30-летия государственной независимости. Сегодня премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода вручил государственные награды ряду работников различных профессий, которые награждены указом президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в честь 30-летия государственной независимости. На торжественном мероприятии премьер-министр Кохир Расулзода поздравил собравшихся с 30-летием государственной независимости, получением государственных наград и отметил, что ежегодное вручение гражданам государственных наград, премий и присуждение почетных званий президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали Рахмоном, в преддверии национального праздника Дня независимости является высшим знаком признательности за их усилия и стремления по обеспечению устойчивости, независимости и национального единства в стране. В целом, сегодня 147 человек удостоены государственных наград, в том числе 2 человека ордена Шараф второй степени, 28 человек медали Хизмати Шоиста, 115 человек юбилейной медали 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. 1 человек удостоен звания заслуженного работника Таджикистана и 1 человек почетной грамоты Республики Таджикистан. Премьер-министр страны Кохир Расулзода подчеркнул, что правительство страны регулярно высоко ценит заслуги граждан, которые вносят достойный вклад в развитие народного хозяйства республики, науки и культуры, сохранение и возрождение национальных традиций и обычаев. История свидетельствует, что таджикский народ, имеющий собственное государство, объединялся во все времена во имя процветания страны, защиты ее границ и преодоления трудностей, обрел собственную родину и спасал нацию от распада. 30 лет назад мы все были свидетелями восстановления исторической справедливости в судьбах нашего созидательного народа. Как славный народ Таджикистана стоял плечом к плечу, чтобы заложить основы нового независимого и демократического государства. По сей день он добросовестно и самоотверженно трудится во имя прогресса и процветания. В этот период каждый образованный и патриотичный человек страны с честью выполняет свой гражданский долг по построению стабильного и процветающего государства. Одним из лучших примеров совместных усилий народа Таджикистана в период независимости является восстановление конституционного строя, укрепление государства, национальной государственности и единства. Высокое чувство национальной идентичности и чувство патриотизма являются признаком веры, и каждый человек гордится тем, что выполняет свой гражданский долг и миссию перед своей нацией и государством. Воистину, отмечание национальных и государственных праздников и возрождение народных традиций и обычаев позволит нынешним поколениям гордиться своим прошлым и с двойной энергией стремиться к лучшему и счастливому будущему. В результате сегодня, к счастью для таджикского народа, 30-летие государственной независимости Таджикистана отмечается в атмосфере мира, политической стабильности и национального единства всего народа страны. Сохранение неприкосновенности, целостности и стабильности государственной независимости как бесценного дара истории является источником жизненной силы каждого сознательного, честолюбивого и достойного гражданина Таджикистана и требует от всех усилий, чести, достоинства и политической бдительности. В завершении премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода подчеркнул, что вручение государственных наград основателям мира и национального единства, лидерам нации, президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали Рахмоном, возлагает двойную ответственность на каждого человека, чтобы быть верным сыном страны, защищать честь независимого Таджикистана на международной арене. У аэропорта Кабула, столицы Исламской Республики Афганистан, прогремели взрывы. Первый из взрывов произошел непосредственно у входа в аэропорт, второй у расположенного поблизости отеля «Барон». В этом отеле раньше обычно останавливались американские граждане. В последние дни он использовался для размещения людей, которые ждали своей очереди на вылет из Афганистана. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!